1943 года в нашей республике был всего один город – Сыктывкар. Неузнаваемо изменился за годы советской власти бывший уездный город Усть-Сольск, ныне административный и культурный центр Коми СССР Сыктывкар. У каждого нашего города есть своя судьба. Ухта – это прежде всего нефть, Воркута – это уголь, а Печора – это железная дорога. Но каждый город создавался и строился заключенными спецпоселенцами. В 1929 году на речку Чебью прибывает экспедиция ОГПУ, в составе которой находятся как вольнонаемные, так и инженеры и некоторое количество заключенных будущего Ухт-Печелага. На реке Чебью разбивается поселок и начинаются изыскательные работы. К 1943 году этот поселок вырос до очень большого размера, и ему официально присвоили статус города. За последние годы рабочий поселок Ухта превратился в культурный, благоустроенный город. Школы, техникумы, клубы, музыкально-драматический театр – все это построено для нефтяников Коми. В первые месяцы войны наша страна потеряла очень большие территории западных областей, в том числе и Донецкий угольный бассейн. Страна нуждалась в угле. Воркуту недаром называют заполярной кочегаркой. В 1941 году буквально экстренными методами, в том числе и с привлечением труда заключенных, была достроена железнодорожная магистраль до поселка Рудник на крайнем севере. И туда прибывают дополнительные силы спецпоселенцев. В 1943 году несколько поселков Воркутинского узла объединяются в один город – Воркуту. Здесь, на 67-й параллели, для горняков Коми выстроен новый город. В Воркуте, как и в других городах республики, есть стадион, свои футбольные команды и любители футбола. В 1949 году на железной дороге в районе реки Печора появляется четвертый город в нашей республике, это, собственно, Печора. Печора, как известно, город довольно интересный по планировке. Там есть речная и железнодорожная части. Так вот, железнодорожная часть, Печь-Жалдарлак и Сев-Жалдарлак, это непосредственно тоже лагерная история этого города. Через тайгу и тундру пролегла первая в республике железная дорога Печорская магистраль. Прямое сообщение связывает теперь Коми СССР с Москвой, Ленинградом и другими городами. Это большой транспортный перевалочный узел, который в 1949 году получил статус города. Надо сказать, что подобные статусы, они присваивались скорее по таким принципам численного порядка. Если численность поселков или других населенных пунктов превышала какие-то заранее запрограммированные данные, то статус города получался автоматически.